Сегодня вопрос незаконного ношения или вообще ношения, скажем, в том числе и законного оружия, но все-таки находится у нас на одной из первых полос, потому что мы видим, что за последнее время участились случаи его применения в ходе, скажем, решения каких-то конфликтных бытовых споров. В основе своей могу сказать с уверенностью, что статистика применения оружия в криминале, именно совершая преступления криминального характера, очень низкая. В основном оружие у нас сейчас применяется в бытовых случаях. Мы, как видим, вот очевидные факты вот последних дней, когда брат в брата может стрелять, сосед в соседа стреляет. Почему это происходит? Потому что все-таки у них есть возможность его держать при себе, то есть имеется в виду разрешение на ношение оружия позволяет им сегодня при решении каких-то, там, скажем, своих спорных вопросов применять это оружие. Мы, Министерство внутренних дел, полностью поддерживает инициативу президента, а инициатива президента выглядит следующим образом. Буквально некоторое время назад был направлены поправки к законопроекту об оружии в парламент в первом комитетском чтении. Да? Было единогласно поддержано. Я надеюсь, что в ближайшее время будут законно внесены эти поправки. Что они под собой подразумевают? Полный запрет ношения оружия. Это самый главный фактор, который мы поддерживаем. Считаем это необходимым. Закон действующий был принят 6-м созывом парламента, но при этом за период его уже практического внедрения и, как говорится, да, вот на территории Республики Абхазия, мы увидели, что он не совсем эффективен. Мы ни в коем случае не говорим о полном изъятии оружия у нашего населения. Ну, как бы многие, мы понимаем, что традиционно подходит, что у мужчины, у абхаза должно быть наличие оружия. Пожалуйста. Проблем никаких нет. Есть оружие у резервистов, есть оружие у обычных граждан, кому позволительно сегодня по определенным, скажем, законным требованиям носить, либо законным, скажем, критериям, если он к ним подходит, то он имеет право его оформить, пожалуйста, может его хранить у себя дома при особых условиях. За последнее время есть у нас существенное количество выявлений по данному виду преступлений, то есть незаконное хранение оружия. Это связано с тем, что мной лично была дана команда особый акцент уделить данному виду правонарушений. И, соответственно, как бы сотрудники в ходе рейдовых повседневных мероприятий, и в том числе даже если говорить о мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности курортного сезона, именно основным критерием выявления нарушения это является оружие. Потому как человек не имеет права с ним появляться в увеселительных или других заведениях, в местах массового скопления людей. Это категорически запрещено. Мы выявляем такие факты. Кстати, за последнее время у нас есть выявление, и по данным случаям у нас принимаются соответствующие законные меры. Есть такие случаи, когда изымаются огнестрельное оружие и лишается человек лицензии и права хранения, ношения оружия сроком на 3 года. То есть это в случаях, когда зарегистрировано оружие, которое человек, гражданин, который имеет соответствующее разрешение, но это разрешение еще налагает ряд ограничений по ношению, по правилам использования, если прописаны в законе об оружии. Если эти правила и пункты нарушаются, то, соответственно, в отношении людей принимаются соответствующие меры. У нас если говорить, что за последний месяц только на рейдовых мероприятиях было изъято более 10 единиц оружия. Это за последний месяц-полтора. Это вот те работы, которые направлены по поручению министра на изъятие как незаконного хранения и ношения оружия, так и особое внимание уделяется законному ношению, но правилам, с соблюдением правил ношения и соблюдением правил использования. То есть там есть ряд ограничений, в каком состоянии оно должно быть, что оно должно быть скрытого ношения, что нельзя ходить и носить в местах массового скопления, в общественных местах и так далее. И вот если эти ограничения нарушаются, то тогда в отношении, и этот случай выявляется, то принимаются
меры административного воздействия. Ну вот, если взять в целом, с начала года таких видов преступлений, то есть именно незаконное ношение оружия, было выявлено из нерегистрированных 57 случаев в отношении наших граждан, были возбуждены уголовные дела. Соответственно, скажу вам еще другое, что мы из числа изымаемого оружия, которое сегодня законом непригодно для использования. То есть это в основном пистолеты, переделанные из охолощенного в боевой. Такая проблема у нас существует. Это связано с тем, что на территории Российской Федерации этот вид оружия, то есть охолощенный, в свободной продаже находится, его можно спокойно привезти в Абхазию. Наши умельцы, дельцы быстренько его переделают в боевое. Соответственно, эта конструкция в первую очередь очень опасна для использования. Она не подлежит ни регистрации, она подлежит только изъятию и утилизации. Но при всем при этом она имеет квалификацию оружия как боевое, и наши граждане, к сожалению, великому, попадают под уголовные статьи из-за его незаконного ношения. Мы на самом деле призываем наших граждан в первую очередь регистрировать оружие,